Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова. Я всех поздравляю с Новым годом. Сегодня первый эфир после долгих новогодних каникул. Мне, честно говоря, дается он с трудом, потому что я так хорошо отдыхалась и так резко приходится выходить на работу. Тема сегодняшнего эфира, мы будем говорить про то, что трезвость норма жизни. Мне кажется, это актуально как никогда после новогодних праздников, да, чтобы, например, обозначить какие-то плюсы именно трезвого празднования, да, и трезвого проведения каникул новогодних, потому что, к сожалению, в нашем обществе это не является нормой, да, и это, скорее всего, встречается реже, нежели чаще. И сегодня в нашей студии гости, я рада их представить, это Елена Колесникова, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председатель Якутского отделения организации «Общее дело». Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Вета, с Новым годом, дорогие слушатели. Игорь Данилов сегодня в нашей студии, директор информационного центра «Наш выбор. Трезвость», заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Республики Саха-Якутия. Игорь, добрый день. Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое, что вы нашли время и силы, и ресурс прийти сегодня в нашу студию. Расскажите, как прошли ваши праздники, как ваши новогодние каникулы? Слушайте, у нас замечательно. Мы собрались с семьями, несколько нас семей выезжали на турбазу загородную. И у нас была только одна девушка, которая употребляла алкоголь. Вот остальные 3 семьи, они были абсолютно трезвые. Вот. И мы, конечно, получили максимум удовольствия от встречи, от душевного общения, от таких вот развлечений. И что мне было приятно, мы потом собирались там в большом-большом ресторане, где тоже собирались люди из других домиков. И я могу сказать, что практически никто не напивался. И очень много людей были вообще без алкоголя. Огромное количество людей. Поэтому уже сейчас я даже не знаю, какая норма все-таки. Норма, мне кажется, трезвость все больше и больше становится естественным, таким нормальным состоянием людей в нашей жизни. Но это может быть еще и про то, что ты, когда сам в трезвости, да, то и вокруг тебя собирается больше людей, которые в трезвости. Вот вы говорите, в вашей компании только один человек придерживался нетрезвым. Да, и то, ей это было неудобно прям алкоголь употреблять. Вот. Мы-то все такие веселые, то есть никак это не влияло на какую-то нашу чувство свободы, там, веселье, радость. А вот ей было некомфортно. Вот она первый день вообще не употребляла, потом так где-то потихонечку все-таки вывела. Ну, то есть все равно люди видят, что трезвая жизнь, она в ней больше плюсов, значительно больше, чем если человек употребляющий, однозначно. Мы об этом говорили несколько раз в прошедшем году, в 2024, и как-то даже за кадром вы поделились о том, что как круто, когда ты отмечаешь какие-то праздники в трезвости, вы даже там ходите, занимаетесь ходьбой. Если, допустим, это не трезвый Новый год, да, то люди обычно 1 числа, они как-то в горизонтальном положении, да, это сложно какие-то дела планировать. А у вас наоборот, у вас 31 число трезвый день, и 1 числа с утра вы даже идете на пробежку там, или на ходьбу, что-то такое. Да, в этом году мы тоже хотели там активно, конечно, программу провести, но было минус 50, минус 52, как-то не решились. А так, да, действительно, утром ты встаешь 1 числа и бодра и свежа, как никогда, и абсолютно можешь также активно, интересно проводить свое время. Сейчас даже я в соцсетях все равно читаешь отзывы, да, кто как. Сейчас даже, мне кажется, такая тенденция есть, что 31 число, в общем-то, обычный день, да, и некоторые даже не нарушают своего режима. Просыпаются 1 числа, да, понимают, что Новый год, но до 12, там вот эти вот обильные столы, очень многие уже оставляют в прошлом. Я все-таки думаю, что я тоже об этом думала, что так взяться, да, и в 12 наесться там огромного количества еды, не совсем тоже физиологично и по-здоровому, но все равно, я думаю, это у нас ассоциируется такой праздник семейный, душевный, когда мы встречаемся с друзьями, когда мы можем просто расслабиться, уже ни о чем не думать, а вот в такой, знаете, в поток общения, какого-то дружеского такого взаимодействия входить. И мой выбор все-таки, я не готова
готова вот поменять просто ради здоровья, ну, вот такую вот обстановку. Хотя я тоже считаю, что нет смысла там прям как-то наедаться. Можно также и утром продолжить, да, в том же духе с близкими людьми. Поэтому, ну, я думаю, что это можно все совмещать, что-то где-то середину какую-то найти золотую. Спасибо, Игорь. Как ваши новогодние каникулы, как ваш Новый год? До Нового года мы провели трезвый корпоратив с коллегами. У нас было очень много, абсолютно все трезвые, веселые. Провели концерт. Дедушка Мороз со Снегурочкой нас поздравил. Далее мы с семьей встретили, поиграли очень интересную игру. Не знаю, как назвать ее там. Ну, психологическая или какая. Это впервые вот наши практики, когда мы все собрались и поиграли, ну, в общем, такую увлекательную игру, и что-то для себя каждый взял, как вот в дальнейшем развиваться. Ну, такая вот, точно не могу дать ей определение, но игра такая на развитие. И в январские праздники мы с семьей ходили в керамическую мастерскую, полепили из глины. Это взрослые, дети впервые были. Было очень интересно. То есть, если я раньше воспринимал это как-то, ну, когда вот, помню, я первый раз пошел на лепку из глины, коллеги пригласили. Я думал, ну, взрослый человек, зачем я там буду что-то лепить? Но оказывается, так интересно что-то создавать своими руками. И этот гончарный круг, это вообще, по-моему, цивилизация с этого начиналась, да, это что-то такое увлекательное, интересное, и понятно, что трезвые праздники, они намного способствуют единству, как и на работе, там, с коллегами, там, с друзьями, ну и в семье, естественно. Это... что-то же на память еще остается после вот посещения мастерской? Да, мы уже, по-моему, третий год, по-моему, мы с семьей ходим на лепку, и это действительно способствует как-то вот сплоченности, там, какому-то единству. И плюс еще дополнительно, это же полезные изделия из натурального продукта, скажем так, там чашки, тарелочки, там какие-то вот игрушки, там ребятишки тоже вот себе слепили там. Изделия, там тарелочки слепили. Говорит, я буду кушать из этой тарелки, сделанные собственными руками. Вообще здорово. Все-таки, когда ты в трезвости, да, это правда как-то про какое-то объединение, что, и тем более, если вся семья, да, поддерживает, и про то, что дни-то становятся такими очень интересными, плодотворными, еще после этого остается вот такая память хорошая. Да, я хотела бы тоже тут такой момент добавить. Мы недавно тоже у нас был круглый стол, мы собирались, и там была женщина-медиатор, которая занимается как раз досудебным разрешением споров. И вот она отметила такую очень важную вещь. Она говорит, вы знаете, ко мне обращаются больше всего семей по вопросам развода и раздела имущества после серьезных праздников. Ну, то есть вот они там отпраздновали дни рождения, отпраздновали новоселье, даже построили новый дом. И говорит, чаще всего это после праздников, потому что на фоне употребления алкоголя происходят какие-то скандалы, драки и так далее, после которых людям очень сложно уже, ну, как найти какие-то моменты соприкосновения. И действительно, вот как вы сказали, это правильно, что трезвые праздники, они больше на сплочение, на узнавание друг друга, да, в какой-то такой творческой, такой созидательной деятельности. А, к сожалению, чаще всего праздники с алкоголем, они приводят к далеко-далеко таким не очень хорошим последствиям. Я тоже в трезвости встретила уже не первый Новый год, и очень рада этому, потому что это, ну, ты не теряешься в пространстве, да, ты как-то, ну, все время находишься ты контролируешь себя, да, ты понимаешь, что с тобой вообще происходит. Потому что когда были времена, когда я употребляла алкоголь, это ты, получается, что как будто и не здесь, и не там, и вообще нигде, как будто бы тебя нет, как будто ты отлетаешь вообще из себя. Но у меня есть побочный эффект трезвости. Я перестала мочь общаться с людьми, которые выпивают, но все равно же праздники, да, и вот даже это даже может быть какой-то, ну, не знаю, там в соцсетях какое-то общение, я если это
понимаю и чувствую. Кстати, не сразу, потому что я уже отвыкла. Я даже перестаю понимать, что есть такие люди, потому что в моем окружении их нет. И я даже не могу сразу распознать, что человек, например, не трезвый, да, со мной общается. Но когда я это понимаю, все, как будто у меня стоит какой-то блок, и я не могу с человеком общаться. Хотя человек-то сам неплохой, просто он вот в определенном состоянии. Вот у меня вот такой я словила для себя Ну, я думаю, что эффект. это, наверное, многие проходят через это, да. И действительно, когда, ну, как говорят, что нельзя держать, да, трезвого человека, когда остальные пьяные, потому что он все будет записывать. Ну, действительно, потому что он видит все эти моменты, все эти изменения с человеком, которые не являются естественными. Идет отравление человека, и у него, во-первых, ну, я тоже как бы частенько нахожусь в таких компаниях, ну, не то, что частенько, а могу себе как бы позволить, мне нет такого сильного неприятия этого, и ты, но, к сожалению, это очень грустно, потому что ты видишь, что родные, вот очень близкие для тебя люди, да, начинают у них, во-первых, затормаживаться речь, они себя ведут неадекватно уже. Да, в трезвости это не всегда среагируешь как надо. Да, и на самом деле, ну, очень грустно. Но я заметила такую вещь, тоже интересную. Чем больше я нахожусь в таких компаниях, где употребляют, тем больше людей в таких компаниях становятся трезвыми. То есть для них такие: ого, так можно, что ли, да? То есть веселиться, радоваться жизни без алкоголя, притом ты не имеешь всей этой побочки. А притом при всем вот у меня был такой опыт, который на меня очень сильно произвел. Очень интеллектуальный человек, очень умный. Мы в Москве, там у него там тоже корпоратив был, у него там офис в центре Москвы. Ученые, да? Ученые, бизнесмены, можно так сказать. И когда они напились, ну, выпили, а это из таких нормальных, внятных людей, ну, я извиняюсь за выражение, это такого быдла превращается. Ну, и это очень грустно смотреть. Но зато этот человек для себя потом сказал: я хочу побыть в трезвости, я вот хочу попробовать, что это такое. То есть для них наш пример, даже когда мы можем с ними рядом находиться, это, ну, такое откровение. Да, а так можно и здорово еще. Вы не осуждаете, получается, Нет, тех, кто выпивает? нет. Смотрите, Нет. А я осуждаю. Может быть, я как тогда подвисла на какой-то стадии. Наверное, да. Наверное, это какая-то стадия, которую нужно пройти, и там уже будет просто согласие с тем, что люди все разные, да, и кто-то... Ну, я общаться почему-то мне очень сложно. Я подумала, я, конечно, не собираюсь менять свой образ жизни, но отмечаю, что как-то немножко мне даже грустно от этого. Ну, потому что люди и состояние — это Я же думаю, что разные все-таки вещи. стадия, потому что у меня тоже, мне кажется, Было была такое. такая. Потом я просто подумала, что, ну, это же тоже некое такое еще непонимание, заблуждение. Я говорю, что люди, когда видят, что рядом с ними трезвый человек, они очень им это как заходит. И многие прям... Просто даже то, что ты находишься в их орбите, они хотят попробовать такой же жизни. И многие, кстати, приходят к этому. Но у вас, получается, вообще дело вот в вашей жизни, да, и Елена, и вы, и Игорь, вы прямо об этом все время говорите, и ваша общественная деятельность, и вы были в 2024 году в нашей студии, и мы не раз говорили о том, что трезвость — это норма, и вы прям множите и множите вокруг себя количество трезвых людей. Ну, я бы сказала так, что вот для меня, да, это не про пить или не пить. Для меня, к сожалению, я понимаю, я окунаюсь все время в эту страшную статистику, потому что с этим связано все. Вот с алкоголизацией связано вот все, что только можно. Мы прошли и тюрьмы, вот были с Игорем. Я прошла детские дома, я видела эти семьи несчастные, которые, ну, вот понимаете, и ты видишь, что только убрать из их жизни, ну, не алкоголь даже, а алкоголизацию. Вот, это же алкоголизация, это не только употребление алкоголя, это вот наша такая общественная запрограммированность, потому что это нормально. И у нас такие же страшные последствия. Ну вот замечательный праздник Новый год, семейный, друзья, развлечения, отдых. Ну извините, у нас, представляете, в это время самая высокая смертность в стране. Это во время праздника, это не во время, когда там какие-то нереальные там тяжелые работы или какие-то там сложные периоды для страны. Это в праздники. А почему? Причина употребления алкоголя. У нас за время январских праздников в стране умирает больше людей, чем за 10 лет в афганской войне. Представляете? Это просто огромное количество. Большинство из них, к сожалению, это мужчины. И я тоже сейчас говорю об этом везде, что у нас тоже такая тема мигрантов.
Я говорю, у нас смертность среди мужчин в 3 раза выше, чем среди женщин. Так кого будут выбирать женщины, да, и сейчас такая тенденция, что очень много русских девушек, женщин начинают жить с приезжими иммигрантами, да, там, с гастарбайтерами. Но они, представляете, они приезжают трезвые и работящие, а наши мужчины, ну, извините за выражение, мрут как мухи. И я тоже все время об этом говорю. Через какое-то время, да, у нас женщины, они живут, у них хорошая продолжительность жизни, да, в среднем, как в Европе. А у наших мужчин продолжительность жизни, как даже до СВО, у нас была такая же, как в странах, где идет горячая война. То есть у нас как будто идет какая-то прям война против мужского населения. И это естественно, это нормально. Идет процесс замещения наших пьющих мужчин, они вымирают, и на их место приходят, к сожалению, ну, а может быть, я не знаю, для кого-то там хорошо, мигранты. Но через какое-то время это уже будет совсем другая страна. Мы, значит, попрощаемся, похороним своих мужчин, и это такая страшная тенденция. Я говорю, поэтому для меня это не даже там трезвость, это такое некое служение моей стране. У меня есть там дело в моей жизни, мои дети, там какие-то занятия, просто жизнь для меня это такое замечательное событие. Но я считаю, что вот есть моя часть жизни, это служение моему народу, моей стране, где я могу что-то принести хорошее. Мы видели этих несчастных детей в детских домах. Есть там специальные группы детей, которые родились от пьющих родителей и от наркоманов. Эти дети всегда будут на шее государства, на бюджета, но самое страшное, что они всегда вот в этих закрытых спецучреждениях, и они проживут так всю жизнь. Мне не хочется, чтобы так было. Я хочу, чтобы были счастливы семьи, чтобы семьи после того, как, значит, попраздновали праздники и повыпивали там, друг друга там оскорбили, бежали, значит, в суд уже разводиться, детей оставляли бы без вот такой семьи. Я не хочу, чтобы вот эти мужчины, которые оказываются в тюрьмах, я хочу, чтобы у нашей страны была совсем другая судьба. Поэтому вот мы на этом поприще, и с Игорем у нас много других людей, как раз вот, ну, изо дня в день мы несем эту информацию, работаем, доносим. 90% всех наших проектов это бесплатно, ну, потому что, ну, душа болит, хочется чего-то хорошего, чтобы прям изменения какие-то были кардинальные. Ну вот вы, конечно, тему затронули, то, что женщины сейчас действительно, да, они выходят замуж, создают семьи, ну вот с теми, с кем возможно, потому что, в принципе, выбора-то нет. И даже идут на то, что понимают, что у этих мужчин приезжих есть там свои семьи, может быть, поэтому поднимается так нередко, да, вопрос многоженства, потому что мужчин-то не хватает, и действительно это реально проблема. И посмотришь на какие-то мероприятия, которые проходят, да, в основном же там женщины, в основном контингент, смотришь зрительный зал, сидят женщины. Ну, я еще хочу, у меня как бы бизнес с недвижимостью, и там как раз у меня занимаются ремонтами. И, к сожалению, это очень печальная тоже картина непосредственная. Вот я приглашаю там сделать какой-то ремонт. Приходят мужчины русские или саха, и очень часто они до первой зарплаты. И у меня были такие моменты, когда приходили, они прям все, вот, короче, мы работаем неделю, получаем деньги и ходят в запой. Все, вот у них жизнь такая. Вышли на работу, прям вот с трясучкой, закончили ее, получили деньги в запое. Вот. И здесь, ну, как бы по моему, значит, ощущению, да, значит, русские и саха хорошо работящие, это они полностью заняты, а такой средний сегмент — это в основном приезжие гастарбайтеры. И невозможно найти, очень сложно. Говорят, что сидят без работы и так далее. Они зарабатывают, гастарбайтеры, которые приходят, огромные деньги здесь, огромные деньги. И, к сожалению, наши мужчины, они не зарабатывают не потому, что, значит, нет работы, а потому что у них немножко другой перекос, на них нельзя положиться. Они забухают, они бросят, значит, работу, и кто хочет, какой бизнесмен, какой руководитель хочет с этим сталкиваться. Поэтому здесь в этом плане надежнее, трезвые люди, и, к сожалению, на сегодняшний день это больше гастарбайтеры, чем наши местные. А очень хочется. Я ищу давно рабочих таких, к сожалению, не могу найти. Вот, Игорь, на вес золота вы.
Ведь это же правда, действительно, да, правда жизни. У нас до рекламы остается вот буквально 25 секунд. Дорогие друзья, мы через короткие 4 минуты вернемся в студию и подведем итоги 2024 года, итоги мероприятий про трезвость и, наверное, немножечко уже заглянем в планы 2025. Оставайтесь с нами и продолжим скоро. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить про то, что трезвость – это норма. В нашей студии люди, которые об этом знают точно, на все 100%. Это Елена Колесникова, Игорь Данилов, волонтеры, общественники, люди, которые пропагандируют трезвый образ жизни. 2024 год был насыщенным вот в вашей профессиональной деятельности, вашей общественной деятельности. Может быть, мы вспомним какие-то мероприятия наиболее, которые удачные, прошли хорошо, которые с обратной связью, которыми вот вы можете по праву гордиться. Расскажите, пожалуйста. 24 год, вот мы провели, вернее, наши команды добровольцев «Общее дело» приняли участие во всероссийском конкурсе «Общее дело. Доброволец ПРО». То есть из нескольких наших районов, это вот Нерюнгринский район, Ленский район, Мегино-Кангаласский район, город Якутск, Намский район, участвовали, провели форум добровольцев «Общее дело» весной, где приняло участие несколько команд, и в том числе ученики из города Якутска, техникум Намский. И на этих мероприятиях проводили семинары по командообразованию, по профилактике алкоголизма, наркомании. И довольно-таки было очень интересно. И так как наш выбор «Трезвость» выиграл грант президента Российской Федерации, мы смогли подарить нашим участникам там какие-то ценные призы и за то, что вот они вот как бы приняли участие в этом. Ну и самое главное было, конечно, вот то, что вот наши дети, вот они вот были информированы о том, что вот о вреде алкоголя и наркомании. То есть они, прослушав лекции и участвуя в этом конкурсе, приобрели определенные знания, которые позволили им самим в формате сверстник сверстнику проводить занятия для других школьников. То есть уже обладая определенными знаниями, они не только сами не будут употреблять алкоголь, наркотики, табак, они еще помогли разнести эту вещь в своих школах, в техникумах, да. На самом деле это вот очень такая вот, ну как бы волна такая идет, да. Получил знания сам, помоги другому человеку. Вот если вот мы вот говорили про новогодние праздники, да, вот у нас вот, допустим, в семье вот дети вот, внуки не видят, как там на столе там стоит алкоголь, потому что трезвые праздники, и на самом деле это такой посыл их в будущую жизнь. То есть таким образом нет этого программирования, которое вот заставляет вот в будущем вот употреблять алкоголь или наркотики, да. А тут вот в результате того, что дети вот обладают определенными знаниями, потому что на самом деле вся проблема-то не в том, что человек вот думает о том, что вот все же знают, что алкоголь и наркотики это вредно, да, курить табак, но тем не менее вот сознание настолько оно замыливается, вроде бы вредно, но тем не менее это все продается, да. В магазинах продуктовых можно купить, приобрести, и вот как-то вот такое вот двойственное получается вот понимание. Вроде нельзя, а вроде как можно. А тут вот когда вот идут материалы общего дела, которые вот специально вот подготовлены специалистами, экспертами, там вот
дети, школьники, да и просто вот взрослым полезно посмотреть, да, там идет правдивая информация о том, как алкоголь, табак, наркотики влияют на организм. То есть идет это полное разрушение организма, и в первую очередь это мозг. И на самом деле, вот когда вот все это смотришь, и вот действительно понимаешь, что мне это не надо. Когда это все смотришь, мне кажется, человек, он сам меняется, то есть он не потому потом это распространяет, что ему сказали, да, потому что он узнает эту информацию, и он понимает, насколько это опасно, и у него все внутри меняется. У меня, по крайней мере, так было, когда я первый раз начала вникать в материалы, когда я начала читать о том, что происходит с моими органами жизненно важными, когда я там употребляла алкоголь, все, у меня как будто вот новый взгляд абсолютно. И ты действительно хочешь всем рассказать, что посмотрите, вот это вот так и вот так. И, конечно, важно очень начинать это с подростков, да, когда им еще сложно в этом мире ориентироваться, потому что, правда, визуально это, наоборот, считается круто там, и это какие-то атрибуты такие, да, вот, не знаю, сегодняшней какой-то современной молодежи, да, вот эти электронные сигареты, кажется, что, а что такого, да, тем более они вроде бы такие даже приятные на вкус. Но когда ты для ребенка распахиваешь, вот какой ущерб это наносит его организму, что происходит, наверняка он задумается о том, что не стоит этого делать. И самое что интересное, вот для ребят занятия проводят ведущие спикеры нашей страны, да, которые вот проводят занятия для ведущих там корпораций наших, «Газпром», да, «Роснефть». И для ребят они проводят занятия бесплатно. И это все преподносится в такой вот форме, во-первых, построение самой лекции интересное, и потом в дальнейшем вот ребята, они вот как бы применяя эти знания, они как бы в игровой форме, да, в общении между собой, это уже получается не взрослые им как бы потом уже проводят, а они вот сами, получив знания от спикеров, они сами доводят до своих сверстников. И это работает намного эффективнее, чем нежели пришел бы лектор, там, взрослый дядя там, или тетя, да, начал бы рассказывать там, о вреде алкоголя, там, о вреде табака, там, наркотиков. А ребята сами уже, используя материалы общего дела, они проводят профилактику среди своих вот сверстников. И это намного интереснее и эффективнее, как я уже сказал. То есть возникает доверие. То есть свои идут к своим. А вот обратная связь, вы говорите, да? А как вы ее получаете? Что говорят те, кто вот только-только узнает о том, что происходит с организмом его, если он, например, до этого, может быть, выпивал в компаниях, да, парень или девушка, или считал, что электронная сигарета, ну, это нормально. А потом, как они, вот, ну, вы смотрите на то, как меняется их жизнь, не меняется ли она, или они просто в какой-то момент там, не знаю, чтобы как-то, может быть, ну, понравится, что ли, или вот войти, вот, например, в это общество трезвое, а потом обратно возвращаются и все равно, то есть колебаются. Ну, можно вот я здесь, да, расскажу. Мы проводили исследования, постоянно делали, ну, вот сейчас уже не стали, потому что примерно это одинаковая примерно цифра. После занятий у нас больше 80% детей говорят, что они не будут употреблять алкоголь вообще после занятия. И не употребляют? Нет, подождите, после одного занятия. Естественно, понятно, что это такой первый шаг решимости, который нужно все равно поддерживать. То есть время от времени нужно такую, знаете, систему все равно профилактическую создавать. Потому что что мы видим? У нас вот те компании крупные, которые производят и продают алкоголь, они в любом случае пользуются масс-медиа, хотя у нас прямая реклама запрещена, чтобы проталкивать различными способами воздействия и на психику, на физиологию человека, чтобы он все равно употреблял. Поэтому мы хотим или не хотим. Ну, у нас такая рыночная экономика, и даже, говорю, государство это регулирует и запрещает рекламу, но предприниматели, алкобизнес находят различные лазейки. Это и там и певцы, и какие-то блогеры, и посмотрите в фильмах, там просто сплошь и рядом алкоголь
льется рекой. Поэтому в любом случае, конечно, нужно это поддерживать. И для нас в этом плане ребята, добровольцы, это невероятная поддержка, потому что они как раз и организовывают ту системную, комплексную профилактическую работу в школах, которую ни сама школа, ни какая общественная организация сделать не может. И, по сути, сейчас эти ребята среди своих одноклассников и своих сверстников, да, проводят такие занятия, но это будущие лидеры, которые все равно в любом случае подрастут. Уже видно, что это как раз будущие руководители государственных, коммерческих структур и так далее, которые это будут транслировать в дальнейшем в нашу жизнь. Ваши уроки трезвости — это вообще такая некая прививка, да, от того, чтобы не поддаться на вот такие вот манипуляции, потому что действительно смотришь фильмы, да, и там это все как-то между делом, хороший коньяк там наливается, да, или там какие-то другие спиртные напитки, и все это как-то вот вроде бы и нормально. И если ты не знаешь вот внутри, да, себя, ты не принял это решение трезвости, не знаешь, что с твоим организмом происходит, может это и, ты соблазнишься. Да, Вет, прям в точку, значит, попала, потому что одна из самых главных наших целей работы с добровольцами — это развитие критического мышления. И здесь мы тоже в психологии есть такое понятие — субъектность. Наши дети — это не объекты, которым наливают эту информацию там и льют. Это те дети, которые сами думают, размышляют, у них есть критическое мышление, поэтому, развивается критическое мышление, поэтому они могут уже, есть определенные фильтры смотреть, да, то есть они могут, где идет реальная пропаганда, где идет такой агрессивный маркетинг и так далее. То есть это те дети, которые не только в сфере там, производства и продажи алкоголя появляется у них критическое мышление, но они на многие вещи уже по-другому начинают смотреть. Это действительно это навык лидеров. У меня вот фильтры стоят, я смотрю фильмы прекрасные, да, раньше я как-то даже вот думаю, зачем столько там пропаганды этого алкоголя, там через каждые 5 минут, там кого 5 минут, через каждую минуту то курят, то выпивают. Сейчас я просто поставила фильтры, я как будто не вижу этого. Как, впрочем, я не вижу и продукцию алкогольную, и табачную в магазинах. Сейчас понятно, что она отдельно продается, но тем не менее. И также я теперь смотрю фильмы, и мне кажется, если у детей чем раньше, тем лучше, да, вот эти фильтры они установят, и там сюжет интересный, суть там что-то, какую-то философию поймать, да, а вот это вот все отсеять, это, конечно, только им будет в помощи, в плюс. Да, потому что дети откуда берут модели поведения, в том числе из фильмов. Представляете, им нравится какой-то замечательный герой. Да. А он там, я тоже смотрела фильмы, прям замечательные фильмы, но этот герой не может не совершить ни одного поступка без того, чтобы там, реально бухнуть. Вот он бухнул, пошел, у него, значит, крылья там расправились, кулаки, значит, скрутились, он пошел там всем понадавал. В жизни это на самом деле не так. Поэтому, к сожалению, наши дети, вот впитывая вот эти картины с детства видя, к сожалению, у них вот эти модели образа поведения создаются. То есть, понятно, там девушка бросила, что нужно делать? Как делается в фильмах и в жизни? Надо пойти набухаться. А это помогает? Конечно, это не решает, это еще усугубляет ситуацию. Там какие-то проблемы в семье, что нужно пойти? Конечно, нужно, как говорится, бухнуть со всей силы. И это очень вероятно, что приведет к развалу семьи. И много-много такого. Веселье. А веселье у нас вообще в фильмах наших только так. Только синоним алкоголь, да? Как без алкоголя? А на самом деле, наоборот, веселье, радость, она настоящая, она та, какая должна быть у человека, который трезвый. Вот она такая должна в рамках той биохимии мозга. Большой риск потерять вот эту вот возможность своей радости трезвой, да, если ты начинаешь радоваться с помощью алкоголя. Потом какая-то вот в голове происходит, не знаю, вот эта вот схема, алгоритм, что только вот так. И фильмы, да, очень часто показывают, что герои выпивают, дальше там делают какие-то там, вершат дела. Но в жизни это невозможно. В жизни, если ты часто выпиваешь, понятно, что ты не сможешь там сделать чего-то, да. Но сейчас я еще стала замечать, что в некоторых фильмах вот эта вот линия ведется алкогольная, да, что там герой пьет, но в конце потом прям показывают, что это очень плохо. Для него заканчивается. Вот, может быть, тогда ладно. На самом деле, это тоже такой ход, да, вроде бы как будто бы можно сказать, что мы же потом показали, что это плохо. Но все равно эти модели, да, которые постоянно там идут,
какого-то поведения, они все равно очень сильно запечатываются у ребенка и молодого человека. Я единственный раз прям так удивилась, это прям была такая очень четкая позиция в фильме, когда там Хабенский играл что-то с пожарами, с пожарниками было связано, и они потушили пожар, к нему подошли, говорят, ну давай бухнем, мы же молодцы такие. Он говорит, русский, значит трезвый. Я подумала, ну вот. Огонь, по-моему, да, фильм? Да, огонь, да. И я подумала, это сознательно они вставили в фильм как раз такую антирекламу. А сейчас, наоборот, реклама алкоголя. И многие сейчас актеры, они заявляют, что идет прямо масштабное такое вливание через фильмы, через сериалы, вот этой алкогольной модели поведения. И многие говорят, что мы не хотим этого делать, отказываются прямо от ролей, где вот это вот все бухалово, пьянка и, значит, успешный успех, все как будто бы это вместе идет. Я вот недавно посмотрела сериал «Первый номер», где Цыганов играет, и там вот очень хорошо показали, что насколько можно быстро, да, вообще сгореть, если ты в алкогольном опьянении, и прям что насколько это все плохо может закончиться для героя. И как раз вот это вот показали такую полярность, когда он в алкоголе живет, и когда он уже потом принимает решение из-за того, что у него проблемы со здоровьем, быть в трезвости. И тут, я думаю, как-то все мне понравилось тогда. Тогда я все простила. Дай бог побольше таких фильмов. Чем больше мы будем проводить вот таких мероприятий с молодежью, тем больше они будут знать правдивую информацию о том, что вот несет употребление алкоголя, табака и наркотик. То есть уже как бы осознанно будут к этому подходить. Вот осенью вот мы проводили слет с участием Центра профилактики, Госкомюста, и приезжали к нам эксперты с общего отдела, город Москва, Сочи, Красноярск. Эксперты провели несколько занятий с нашими ребятами, и на самом деле это очень как бы было интересно, потому что, во-первых, это профессионалы своего дела сняли вот ролик, надеюсь, он скоро выйдет, да, и преподнесли, как говорится, из первых уст материалы вот этим вот довольно такой интересной форме, где-то, может быть, даже в игровой, и ребятам было интересно. И понимаете, вот когда вот такое вот мероприятие проводится, где очень много детей участвует, и не так вот как скучно, да, там пришел, там отчитал, там вот вредно, это нельзя там делать, а именно преподносится правдивая информация, что происходит с человеком, то есть и дают такой посыл, чтобы наши ребята задумались, то есть они сами уже сделали выводы, и в дальнейшем вот в прошлом весной вот у нас принимало участие где-то 120 человек в слете. В этот раз у нас было 100 человек. Я думаю, из этих детей, вот, как говорила Елена Карловна, вот, получатся вот реальные вот лидеры, которые будут заниматься этим делом. Потому что они принимают участие уже, некоторые из них уже не первый год, довольно такие вот активные. Игорь, спасибо. Мы, к сожалению, заканчиваем. Не успели мы про планы этого года, поэтому я вас приглашаю в нашу студию еще раз. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание. Вам хорошего, трезвого вечера.